Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Всевышнего Аллаха, и мы с вами открыли довольно-таки большую, важную тему. Это тема альхамдулиллах, то есть хвала Всевышнему Аллаху, восхваление Всевышнего Аллаха. И прошлая лекция, тема у нас была, мы с вами вспоминали аяты Всевышнего Аллаха, где Всевышний указывает нам на достоинство, величие аль-хамда, то есть восхваление Всевышнего Аллаха. Давайте сегодня откроем сунну пророка саллаллаху алейхи вассалям и вспомним хадисы, которые также указывают нам на достоинство, важность восхваления Всевышнего Аллаха, а именно альхамдулилля, слова альхамдулилля. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, будучи для нас примером, он очень много поминал Всевышнего Аллаха и очень много и часто восхвалял Его. И в судный день Аллах вручит знамя, которое будет называться ливауль хамд, то есть знамя аль-хамда, знамя восхваления, в руки нашего пророка саллаллаху алейхи вассалям. И хадис в сборниках имама Ахмада, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, достоверный хадис, который передал нам сподвижник Абу Саид аль-Худри, радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Я в судный день буду господином всех детей Адама». То есть господин, значит, этот человек будет номер один. Лучше него, выше него степенью никого не будет, ближе к Аллаху. Поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Я говорю валя фахр», и он добавляет здесь, без какой-либо кичливости, горделивости. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, он не занимался тщеславием, он никогда не хвалился, но он сказал, что без какой-либо горделивости я вам говорю, что я буду в судный день господином всех сынов Адама. «Уабьяди ливауль хамди», и в моих руках будет знамя восхваления Всевышнего Аллаха, знамя восхваления. И в тот день, кто бы из пророков не был, Адам и все другие, илля тахта ливаи, все они будут под моим знаменем. То есть, вот знамя, что такое знамя? Во время сражений, во время войн, во-первых, знамя доверяли кому? Самому сильному, самому достойному, самому лучшему. Это во-первых. Во-вторых, тот, у кого знамя, все идут за ним. Все смотрят на него, вот оно знамя, да, и все идут за ним. Все идут за ним. И вот посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, какой бы пророк ни был, Адам и другие, все остальные, они будут под моим знаменем. Они будут под моим знаменем. «Ва ана аувалу шафи'ин, ва аувалу мушаффа'ин, ва ла фахр». И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Я буду первым, кто будет заступаться, и первым, у кого заступничество будет принято». И здесь никакого бахвальства. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, и это я говорю без какой-либо горделивости. Этот хадис в сборниках имама Ахмада, Тирмизи, Ибн Маджа. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это был человек, который наилучшим образом восхвалял Всевышнего Аллаха. И это был человек, который поднял знамя восхваления, так как никто это не смог поднять.
То есть он был лучшим в поминании Аллаха, он был лучшим в поклонении, он был лучшим в восхвалении Всевышнего Аллаха. И поэтому знамя Аллах передаст кому? Самому достойному и самому лучшему. И за его знаменем пойдут все восхваляющие Всевышнего Аллаха. Миналь ауалин валь ахирин. Из числа тех людей, которые жили тогда еще, миналь ауалин, из первых, валь ахирин, и из последних. То есть, начиная от Адама, алейхиссалям, заканчивая самым последним человеком, который проживет свою жизнь на этой земле, то есть это уже будет перед судным днем, вот все восхваляющие Всевышнего Аллаха, они пойдут за ним, за этим знаменем. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, какой бы пророк ни был, от Адама и все остальные, то есть пророк и за ним их народ. Так ведь? Пророк и за ним все верующие. Кто восхваляет Аллаха? Конечно, верующие. Люди, которые проявили неверие, люди, которые отказались последовать за пророками Аллаха и умерли в неверии, они не могут быть из числа восхваляющих Аллаха. Поэтому все пророки и все люди, которые верующие, которые следовали за этими пророками, они будут под моим знаменем. И, как ученые говорят, это будет, на самом деле, это не просто такая метафора, да? Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет нести знамя восхваления, да? Не в переносном, а именно в прямом значении этого слова. Он пойдет, поднимет знамя восхваления, и все остальные, которые также восхваляли Всевышнего Аллаха, они пойдут за ним. Они пойдут за ним. И самые наиближайшие умма к этому знамени, это будет умма пророка, саллаллаху алейхи. Потому что после пророков, да, мы знаем, что самые лучшие это пророки, и они лучше всего восхваляли Всевышнего Аллаха. Но если взять последователей пророков, то есть верующих, то самая первая умма, которая будет находиться поблизости к этому знамени, это умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что это та умма, которую пророк, алейхиссаляту вассалям, назвал аль-хаммадун. То есть это восхваляющие Всевышнего Аллаха, которые восхваляли Его как в благе, то есть когда было им хорошо, когда было им легко, когда они радовались, восхваляли Всевышнего Аллаха, но не только в радости, но и фиддарра, когда было им тяжело. То есть они восхваляли Всевышнего Аллаха, они не переставали восхвалять Его, даже когда Аллах их чего-то лишал. Когда Аллах их испытывал трудностями. Это очень важный момент, про который мы еще, иншаллах, с вами сегодня поговорим. И вот хадис, который указывает на это, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ауалу ман юд'a иля джанна аль-хаммадун». Самые первые, кого призовут в рай, это кто? Аль-хаммадун. Это те, которые часто восхваляли Всевышнего Аллаха. Всегда восхваляли. Когда Аллах им что-то дает, они говорили «Альхамдулилля». Когда Аллах что-то у них забирал, они говорили «Альхамдулилля». Когда у них люди спрашивали: «А как у тебя, брат, дела?» Им было хорошо, они говорили «Альхамдулилля». Им было плохо, они говорили «Альхамдулилля». То есть это те, которые часто восхваляли Всевышнего Аллаха. Аллазина, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дальше уже описывает, а какие они, восхваляющие Аллаха. Аллазина яхмидуна Аллаха фиссарра ваддарра. Это те, которые восхваляют Всевышнего Аллаха, когда им хорошо и когда им плохо. То есть и в радости, и в горести. Этот хадис в сборниках имама Ат-Табарани, Абу Нуайма, Хакима. Идем дальше.
Также приходят в асар, ну, то есть это мы не будем называть хадисом, потому что здесь идут слова уже не самого посланника Аллаха, идут уже слова или сподвижников, или последователей сподвижников, табигинов, которые мы называем не хадис, а уже афар. Афар это, то есть, это то, что они оставили после себя. И вот приводится от Кааба, который сказал: мы находим в письменном виде следующие слова: Мухаммадун Расулуллах. Мухаммад является посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ла фаддун ва ла галидун. И Мухаммад не является грубым каким-то, не является жестокосердным. Валя кунта фаддан, галидаль кальби, анфадду мин хавлин. Аллах, описывая своего посланника, он говорит: если бы ты был грубым, жестокосердным, то все бы разбежались от тебя. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чем он брал сердца людей? Он брал своим нравом. Он брал своей искренней улыбкой. Он брал своей справедливостью. Он брал своей добротой, кротостью. Поэтому очень много в Сирии случаев, когда курайшиты за деньги нанимали молодых сильных бойцов, сегодня их называют киллерами, чтобы они убили пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но когда они видели его лицо, они понимали, что это самый лучший человек. У него на лице было написано, что это самый достойный, самый лучший человек. Поэтому посланник Всевышний, описывая его, говорит: если бы ты был грубым, жестокосердным, тогда все бы люди ушли от тебя, они бы оставили тебя. Поэтому Кааб говорит: Мухаммад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он не был грубым, и он не был жестокосердным. Валя сахабун биль асвак. То есть сахаб, это называют тех, которые ходили по рынку, кричали на людей, то есть ругались, бранились с людьми. То есть никто никогда не видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, таким. Он никогда не ходил среди людей, по рынкам, то есть это там, где много людей, да. Его никогда не видели, чтобы он ходил среди людей, кричал на кого-то, повышал голос. Это не было у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Его никогда таким не видели. Валя сахабун биль асвак. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не возвращал на дурное дурным. Ваяфу. Валякиннаху яфу ва ягфир. Наоборот, он прощал людей. Он прощал. И очень много мы знаем из сиры моментов, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, у него были силы, была возможность отплатить тем же, то есть злом за зло. Но мы видим, что он прощал людей. Он прощал людям долги. Он простил курайшитов, которые вынудили его оставить его родную Мекку, которые принесли столько вреда мусульманам, так ведь? Он же не стал их уничтожать всех. Он же не собрал их так: всех соберите, моих врагов, я сейчас всех казню в Мекке, да? Он сказал: я прощаю. Поэтому он прощал. И ва умматуху, и его умма, как запомнится? Аль-Хаммадун. Его умма являются восхваляющими Аллаха. Юкаббирун Аллах. И они возвеличивали Аллаха всегда и везде. Они возвеличивали Аллаха всегда. Ваяхмидунаху фи кулли манзиля. И в каждом месте, по каждому любому случаю, они восхваляли Всевышнего Аллаха. Они всегда восхваляли Его. Всегда. Этот афар приводит ад-Дарими в предисловии своей книги. Поэтому вот это есть, как сказать, особенность даже, можно сказать, это есть достоинство вот этой уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которая больше всех восхваляла Всевышнего Аллаха и должна восхвалять. Идем дальше.
И Всевышний Аллах захотел, чтобы в раю ангелы строили дома. Дома, которые называются Бейтуль Хамд, дом хвалы, дом восхваления. И эти дома, их построят специально тем верующим, которые смогли восхвалять Всевышнего Аллаха не только когда им хорошо, не только когда они получали что-то от Аллаха. Ведь, дорогие братья, иногда не так сложно получить что-то от Аллаха и взамен сказать «Альхамдулилля». Так ведь? Да, бывают моменты, когда мы забываем, может быть, от радости, я не знаю, но это намного проще, когда ты получаешь от Аллаха, и, машаллах, у тебя сердце радуется, ты столько искал этого, да, ты столько добивался этого, и вот Аллах тебе дал, и ты в радости, машаллах, говоришь, альхамдулилля, альхамдулилля. Это так просто, да? Но намного сложнее заставить не язык, а сердце смириться с лишением. Когда Аллах не дает тебе, а забирает у тебя. В скобках, хотя Он забирает то, что сам дал. Так ведь? Он же твое не забирает. Он забрал сегодня у тебя то, что вчера тебе дал. Но это тяжело нам понять. Потому что каждый раз, когда мы что-то получаем, мы так привыкаем к этому земному благу, что мы уверены, что это мое, что это никому не дам. Да? И когда Аллах обратно забирает, очень тяжело расстаться с этим благом, со словами восхваления Аллаха. И не только языком, а сердцем. Сердцем. Поэтому вот этот дом, он специально будет построен каждому, кто сможет восхвалять Всевышнего Аллаха, когда ему тяжело. Когда Аллах лишает его. Когда Аллах не спосылает на него разные виды трудностей и испытания. И вот хадис. Тирмизи с хорошим иснадом, то есть хадис хасан, приводит от Абу Муса аль-Аш'ари, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза мата валадуль абд, каля Аллаху та'аля ли малаикатихи». Когда у кого-либо из рабов умирает ребенок, дитя, Аллах обращается к ангелам. «Кабаттум валада абди». Вы убили дитя моего раба? То есть, кто забирает душу? Ангелы. То есть, ребенок умер, потому что ангелы забрали его душу. Мы сейчас не говорим про причины. Болезнь, упал, ударился, переходил через дорогу, не заметил. Это все причины. Так ведь? Без причин не бывает смерти. Да. Но, и как в хадисе говорится, когда приближается кончина человека, то есть предопределенное время смерти, то Аллах отправляет причину. Или выявляется болезнь, которая начинает прогрессировать, или выезжает машина там с лысыми колесами, или еще что-то, но ангелы придут, и они обязательно заберут. И вот Аллах спрашивает у своих ангелов, Он говорит: «Кабаттум валада абди». Вы убили, забрали душу дитя моего раба, то есть его любимого ребенка. Фаякулюна наам. И они скажут: да, мы забрали. Но все по приказу Всевышнего. Так ведь? И вот Аллах спрашивает второй раз: «Кабаттум самарата фуади». Вы убили радость его сердца? То есть Аллах, забирая души близких нам людей, Аллах знает, что нам будет очень тяжело. Аллах знает, что родителям умершего ребенка будет очень трудно пройти через это испытание. Поэтому Аллах спрашивает у ангелов, когда уже второй вопрос задает: вы убили радость сердца, сладкий плод сердца
моего раба? На что ангелы говорят, да. И тогда Аллах спрашивает у них, «Мада каля габди?» А что сказал мой раб? Что? Когда вы убили его, радость его сердца, что он сказал? Реакция какая была? Это очень важно. И тогда ангелы скажут, «Хамидака вастарджа». А он сказал, «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». То есть он сказал, что все мы от Аллаха. И все мы к нему вернемся. Вахамида. И он восхвалял тебя. Он сказал, «Альхамдулилля». То есть человеку было тяжело. Пророк, алейхиссаляту вассалям, который потерял всех своих детей, кроме... Кого? Только Фатима была жива. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умирал, была только Фатима, все остальные умерли на его глазах. Так ведь? Поэтому он знает, что это такое. И Аллах, несмотря на то, что он был пророком, он человек, у него были отцовские чувства. Он потерял Хадиджу, и для него это было очень тяжело. Поэтому, как назвали год смерти Хадиджи и Абу Талиба? Год скорби и печали, так ведь? Поэтому этот человек, он потерял свое дитя. И Аллах спрашивает, а что он сказал? Он сказал, «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун», и он восхвалил тебя. Он сказал, «Альхамдулиллях». И тогда Аллах, фаякулу Аллаху Та'аля, скажет своим ангелам, «Ибну ли абди бейтан фил джанна». Постройте этому моему рабу дом в раю. За то, что он как? За то, что он сказал «Альхамдулиллях». То есть за то, что он смирился. За то, что он, когда Аллах забрал у него, да, то, что ему дал, но забрал, да, он сказал «Альхамдулиллях». Все мы от Аллаха, и к нему наше возвращение. Постройте ему за это дом в раю. «Васаммуху бейт аль-хамди». И назовите этот дом восхваления. То есть за то, что он восхвалял Всевышнего Аллаха фиссара и ваддарра, как говорится в том еще хадисе, да, предыдущем хадисе. То есть он восхвалял Аллаха, когда было ему легко, и в радости, и в печали, в горести. Аллах подарил ему рай. Подарил ему рай, дом в раю, и сказал, чтобы назвали этот дом Бейт аль-Хамди. Вот в этом есть достоинство восхваления Всевышнего Аллаха, и особенно, когда человеку тяжело. Потому что на самом деле, я еще раз повторяюсь, дорогие братья, иногда намного легче восхвалять Аллаха, мы знаем, да, когда мы что-то получаем. Потому что сердце радуется. Ну не жалко, альхамдулилля, альхамдулилля мы говорим, да. А вот когда Аллах что-то забирает у нас, когда нам очень тяжело смириться, довольствоваться своим насыбом, своей участью, да, тагдиром, предопределением и восхвалять Всевышнего Аллаха. Но вот поэтому и оплата, она совсем другая идет. Так ведь? То есть здесь именно пророк, алейхиссаляту вассалям, подчеркивает достоинство аль-хамда, восхваления Всевышнего Аллаха при лишении. То есть, когда человек лишается благ. И вот ученые говорят, аль-хамду аля дарра, то есть, что касается восхваления Всевышнего Аллаха, когда человеку тяжело, требует от человека двух таких значимых моментов. То есть нужно, чтобы в человеке были два качества. Первое. Человек, раб, должен понять, должен знать, принять сердцем, что Всевышний, он всегда и во всем достоин хвалы. Он всегда достоин хвалы. Вот в этом, иншаллах, у нас еще будет отдельный урок, в чем разница, отдельная лекция. Это когда у нас будет? Ну, иншаллах, до Рамазана успеем. Вот, отдельная лекция, которая называется «В чем разница между хвалой Аллаха и благодарностью?». Вот когда у нас спрашивают, как дела, можно сказать «Альхамдулилля», а можно сказать «Аллаха шикар», да? Казалось бы, одно и то же. Нет, есть разница. Аль-хамд – это лучше.
Аль-хамд это больше, аль-хамд это глубже. Поэтому, когда Аллах чего-то нас лишает, мы восхваляем Аллаха не за то, что Он нам что-то дал или чего-то лишил, да, а за то, что мы видим, потому что мы знаем, что Аллах всегда достоин хвалы. А шукр, благодарность, когда мы что-то получаем и взамен благодарим Его, да, а хвала, когда мы восхваляем Аллаха за то, что Он есть. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он достоин восхваления. Его имена, Его атрибуты, прекраснейшие имена, Его атрибуты, которые чисты от любых видов, от любых недостатков. Вот человек признает, что Аллах достоин хвалы. И поэтому это первое, то есть человек должен понять. И что все, что Аллах делает, это прекрасно. Все, что Аллах делает, это правильно. И Аллах всезнающий. Аллах мудрый. Нет ничего, где бы ни была мудрость Аллаха. Все, что, вот поэтому, что касается мудрости, мудрость, хикма, да? Вот это хикма, мудрость, ученые говорят, это наша акида. Мы веруем, что Аллах аль-Хаким, Он мудрый. И мы веруем, что абсолютно во всем, что происходит, или что не произошло, есть мудрость Аллаха. Вот все, что происходит, в этом мудрость. И нет ничего, за чем не была бы мудрость Аллаха. Ничто не существует, ничто не может произойти, кроме как по мудрости Аллаха. Поэтому если птица куда-то летит, в этом мудрость Аллаха. Если Аллах создал мир каких-то, может быть, казалось бы, для нас невооруженным глазом, так скажем, да, неосведомленным разумом, если нам покажут, что вот это, зачем оно нужно? Вот зачем мухи нужны? Зачем комары нужны, да? А Беляр спрашивает, зачем Аллах создал колорадского жука, да? Я говорю, чтобы вы больше работали. Поэтому мы должны понять первое правило. Аллах все создает по мудрости. И все, что происходит, макро, микромир, да, все по мудрости Аллаха. Нет ничего, кроме как с мудростью Аллаха. Это первое. Во всем есть мудрость. Второе, это касается и канонов шариата. Это халяль, это харам, это макрух. Аллах сказал вот так. Аллах сказал, так нельзя делать. Во всем есть мудрость. В каждом запрете есть мудрость. В каждом фарзе есть мудрость. То, что 5 намазов, в этом есть мудрость. Если бы была бы мудрость 6 намазов, было бы 6 намазов. Или 4, 5 намазов. Ракагаты, рукух, суджуд, все, во всем есть мудрость. И в его творениях. Все, что существует, все, что передвигается, движется, меняется, во всем есть мудрость Аллаха. Без мудрости нет ничего, не может существовать. Это первое. Второе, по мудрости Аллах иногда дает нам понять, в чем же мудрость этого. А иногда по мудрости Аллах не дает нам понять мудрость этого. Я смог, да, объяснить? Вот. Поэтому во всем есть мудрость Аллаха. Но не все мы можем понять. Поэтому если кто-то скажет, а вот почему так, а почему так, то, что нужно, Аллах даст нам знания. Может быть, через современные науки, через современные открытия. Но то, чего нам не нужно знать, как, например, время кончины человека. Зачем нам знать это? Если бы в этом была польза, Аллах бы нам дал. Но по мудрости Аллах лишил нас этого. Потому что если бы знать, когда вот у кого, каждый будет знать, когда он умрет. Я там молодой, симпатичный парнишка, образованный, мне 20 лет. Я иду к отцу и говорю, абай, салям алейкум, дай мне свою дочку. Она мне понравилась. Он такой смотрит, ты мне дай документ, где там написано, сколько ты проживешь. А там написано, через 2 года зятек умрет. Он тебе даст свою дочь? А? Да никто замуж не выйдет. Потому что все знают, они останутся вдовами, а дети сиротами. Так ведь? Да он сам не будет жениться. Потому что он скажет, я оставлю вдову, там, у меня детей, зачем мне детей оставлять сиротами? И толком он жить не сможет. Поэтому Аллах лишил нас этого. Но ведь по мудрости. Так ведь? Судный день, он обязательно будет. Но когда?
Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не знал. Джибрииль не знал, и никто, и тем более Нострадамус, там, Ванга или еще там другие служители Иблиса, они, конечно, не могут знать. Поэтому во всем есть мудрость Аллаха. И первое, вот человек должен понять, во всем мудрость Аллаха. Это первое. Второе, в каждом приобретении и в каждом, что? Лишении. И второй момент, человек должен знать, понять, что то, что Аллах выбрал, пожелал для своего верующего раба, в этом есть благо. Как бы на первый взгляд человек это не понимал, он должен понять, что если у него это не получилось, значит в этом есть благо. Если он лишился чего-то, значит за этим есть мудрость Аллаха. Есть мудрость Аллаха. Поэтому то, что решил Аллах, в решении Аллаха, в его выборе, всегда благо. И всегда милость Аллаха. Поэтому Сахих Муслим, достоверный хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: клянусь, валлади нафси биядихи, клянусь Аллахом, ла якди Аллаху лил му'мини кадаан илля кана хайран. То есть, какое бы испытание, какое бы предопределение не отправлял, не постигало верующего раба, илля кана хайран лаху, в этом обязательно есть благо для него. То есть, какое-то в этом благо обязательно есть. Даже если это лишение. Валяйса далика ли ахадин илля лил му'мини. И это правило только для верующего. То есть действует только для верующего. То есть только верующий, для него все абсолютно, во всем благо. Даже когда Аллах ему что-то дает, в этом благо. И даже когда Аллах что-то у него забирает, дает ему трудность, испытание, да, в этом благо. И это только состояние верующего. Ин асабатху саррау шакара факана хайран лаху. И когда его постигает какое-то благо, то есть он получает от Аллаха что-то хорошее, у него получилось, он женился, у него там дети родились, да, он чего-то долго добивался и добился. И когда его постигает что-либо благое, шакара, он благодарит Аллаха. Факана хайран лаху. И эта благодарность обернется для него благом. Значит, он получил от Аллаха и благодарил. И это благо. Вайн асабатху дарра, а когда его постигает что-либо дурное, то есть Аллах лишает его чего-то, наносит ему вред, вот так, да, сабара. Он возвращает чем? Он возвращает терпением. Он проявляет терпение, делает сабр, факана хайран лаху. И это обернется для него благом. За то, что Аллах лишил его чего-то, и он проявил терпение, смиренность, да, Аллах компенсирует ему. То есть, когда мы лишаемся чего-то и проявляем терпение, да, нельзя сомневаться в том, что Аллах тебе обязательно это компенсирует. И Аллах никогда ни перед кем в долгу не останется. Никогда. И поэтому Умар ибн Абдул-Азиз, когда был халифом, он, когда выступал с минбара, давал хутбу, он сказал такие слова. Когда Аллах лишал нас чего-то, когда Аллах, лишая нас чего-то, взамен давал сабр, то есть Он лишил нас чего-то, но дал нам что? Терпение. Да? Вот это терпение, оно оказывалось лучше, чем то, чего мы были лишены. То есть Аллах забрал у тебя что-то, да? Но взамен дал что? Терпение. И в итоге Умар ибн Абдул-Азиз сказал, вот это терпение, которое мы нашли, когда что-то потеряли, да, оно оказалось лучше, чем то, что мы потеряли, чем то, чего мы лишились. Поэтому через сабр Аллах людям дает столько благ, просто люди, они не могут это представить. Иннама юаффа сабируна аджрахум гайри хисаб.
Аллах говорит, только терпеливые получат награду бигойри хисаб. Бесчисленные награды. Столько аджра, столько благ, как в этом мире, так и в судный день получит человек, он даже не может представить. Поэтому в этом есть благо. И вот каждое решение Аллаха, которое постигает верующего человека, в этом есть мудрость и в этом есть благо. И человек должен понять это. Но для этого на самом деле нужно перестраивать внутренний мир. На самом деле нужен хаккут таваккуль. Сердце должно полагаться на Аллаха, что Аллах его не бросит. Что даже Аллах, если лишил его чего-то, Он даст ему лучшее. Так ведь? Поэтому сердце должно, вот эта связь между сердцем и Создателем должна быть просто нерушимая. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что любое решение, решение Аллаха, которое постигает верующего, и после этого он проявляет сабр, то есть когда Аллах лишает его, он проявляет сабр, и когда Аллах дает ему, он делает шукр, вот это оборачивается для него самым наилучшим. Поэтому правило такое, да? Когда что-то получаешь от Аллаха, отвечаешь чем? Благодарностью. Когда что-то отдаешь Аллаху, что-то Он у тебя забирает, отвечаешь чем? Сабром. Здесь шукр, здесь сабр. Тогда все будет для нас благом, иншаллах. И вот в этом прелесть именно чего? Восхваление Всевышнего Аллаха, когда нам тяжело. Несколько давайте приведем случаев из жизни сподвижников, из жизни табигинов. Юнус ибн Убейд, рахимахуллах, к нему пришел один человек и начал жаловаться, что у того бедственное положение. Вот давайте сейчас представим нашу жизнь, да? Времена меняются, люди те же. Вот на что обычно люди жалуются? Да, есть болезни, есть какие-то семейные проблемы, но почему-то больше всех людей они жалуются на что? Я не знаю, на финансовое положение. Вот всегда нам денег не хватает. Вот всегда нам чего-то не хватает. И виноваты все. И начальство, и государство, и начальник, который никак не может оценить его ценность, да? То есть и жена, которая там все время и налево, и направо раскидывается его заработанными кровными деньгами. Поэтому вот времена меняются, и люди всегда жалуются, да? И вот этот человек пришел к Юнус ибн Убейду и начал жаловаться на свое бедственное положение. Тогда Юнус посмотрел на него и сказал: обрадует ли тебя то, что я дам 100 тысяч дирхамов? Тебе же денег не хватает. Давай, вот обрадует ли тебя то, что если я дам тебе 100 тысяч динаров за твои 2 глаза? Продай мне 2 глаза. Я дам тебе 100 тысяч дирхамов, то есть серебряных монет. Это немалые деньги, да? И факаля раджуля. И тогда мужчина сказал: нет, говорит, зачем мне эти деньги нужны? Мне, говорит, глаза нужны. Потом он посмотрел на его руки, а у того были здоровые. Аллах одарил его руками. И он сказал: а за руки дашь ты мне 100 тысяч? Он посмотрел на свои здоровые руки. Нет, зачем? Как это? Руки же дороже стоят, да? Он сказал: нет, не дам. А за ноги? Обрадуешься, если я тебе дам за них 100 тысяч дирхамов? Он сказал: нет. И вот тогда Юнус ибн Убейд, он напомнил ему о тех благах, которых Аллах одарил его. Просто он не стал смотреть на его дом. Обычно вот кто жалуется, да, у него все равно какой-то
худо-бедно, какое-то жилье, наверное, есть, да? Машина, дети. Он даже на все это не стал смотреть. Вот он посмотрел на то богатство, которое было на нем. Он же не стал, а у тебя дом, продай мне дом свой, там осла продай, там, машину свою. Нет, он не стал про это говорить. Он попросил у него только то, что у него с собой. Руки, ноги. И он сказал: я вижу на тебе сотни тысяч дирхамов, на тебе, а ты еще жалуешься на бедственное положение. Поэтому недавно, у кого я вычитал, Умар Хайям, что ли, но такое стихотворение было там на 4 строчки. Там я был в обиде на Творца за то, что он не дал мне сапог, но обрадовался, когда увидел молодца, который был без ног. Вот типа такого вот. То есть ботинки всем нужны, да? Когда нет ботинок, плохо, на самом деле плохо, да? И вот я, говорю, был в обиде на Творца. Но вся обида ушла, когда я увидел молодца, который был без ног. У кого-то и ноги нет, у кого-то глаза не видят, да? Поэтому, когда, я помню, куда-то в институт или в училище пригласили, и там молодые девушки задали вопрос, что вот на самом деле там этого не хватает, того в жизни не хватает. Я им просто пример такой привел. Я говорю: вот встаньте утром и вечером перед сном завяжите себе глаза полотенцем там чем-нибудь. И утром проснитесь, не открывайте полотенце, сходите в туалет, там пальчики об дверь, куда-нибудь еще там об порог, да? То есть поударяйте, руки помойте, чай приготовьте, попейте. Вот через 2-3 часа или к обеду снимите и задайте себе вопрос: какие у тебя проблемы в жизни? А есть же люди, которые живут с этим. Есть люди, которые всю жизнь живут с этим. Вот есть братья, которые вот, мусульмане, также намаз читают, они говорят: я никогда в жизни солнца не видел. Я не знаю, что такое день. Я не знаю, что такое ночь. Он не может это понять. Что такое свет, что такое темнота. Он не знает, что такое звезды. Он никогда этого не видел. И вот поэтому во всем есть мудрость Аллаха. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в сборниках Тирмизи ибн Маджа от Джабир ибн Абдилля, радиаллаху анху, который сказал, что я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалю дзикри ла иляха илляллах». Самое достойное поминание Аллаха, этот хадис мы с вами вспоминали, проходили. Самое лучшее поминание Аллаха — это ла иляха илляллах. То есть это калимату таухид. Это когда человек сердцем, языком признает, что истинное божество, которое достойно поклонения, это только Аллах. Это является самым наилучшим зикром. Лучше зикра не может быть. Ва афдалю дуа. И самое лучшее дуа, мольба, обращение к Аллаху, это что? Альхамдулиллах. Это слова альхамдулиллах. Вот это самый лучший дуа. Когда человек, обращаясь к Аллаху, что говорит? Говорит слова альхамдулиллах. То есть вся хвала и благодарение Всевышнему Аллаху. И вот ученые говорят, что здесь, почему ля иляха илляллах самый лучший зикр, об этом уже не будем говорить, да? Потому что ля иляха илляллах мы с вами проходили. Ничто не может быть лучше ля иляха илляллах. А почему альхамдулиллах самый лучший дуа? Дуа — это когда ты взываешь к Аллаху с какой-либо просьбой. То есть ты просишь у него что-то мирское, из вечной жизни. Да. А вот что такое альхамдулиллах? Альхамдулиллах, когда ты признаешь то, что Аллах тебе дал, и благодаришь его. А человек, который сердцем признает блага Всевышнего Аллаха и всем сердцем восхваляет его за это, благодарит его за это, он оказывается в такой ситуации, когда Аллах сам ему уже дает. Потому что
очень часто, дорогие братья, чтобы получить что-то, не надо просить. А иногда просто надо поблагодарить Аллаха за то, что Он уже тебе дал. Потому что правило гласит, правило, установленное Всевышним Аллахом, это правило жизни. Это то же самое, как солнце восходит над горизонтом, никто это не может поменять. Поэтому житейское, так скажем, правило гласит: «Валя иншакартум ля азиданнакум». Если вы будете благодарить меня, то я прибавлю вам. Я вам прибавлю, я вам дам больше. Поэтому, чтобы взять у Аллаха больше, нужно благодарить Его больше. И поэтому я всегда говорю братьям, я сначала себе говорю, и насихат надо себе, и всем братьям говорю: дорогие братья, когда вы поднимаете руки после намазов, тахаджуди, во время ифтаров, сухуров, да, когда принимаются наши дуа, между азаном и каматом, не спешите просить. Потому что у нас же нет времени, нам надо это успеть, то успеть, все надо просить. Все надо просить. По-моему, если я не ошибаюсь, имам Шафи'и, чтобы перейти через дорогу, он просил у Аллаха помощи. Не обязательно поднимать руки. Он обращался к Аллаху даже вот с этим делом, перейти через дорогу. А дороги раньше не такие были, как там сейчас проспекты, да? И машин таких не было. И опасности такой не было. Поэтому во всем всегда надо просить у Аллаха. Но, я всегда говорю: братья, не спешите просить. Вспомните, прежде чем вспомнить то, что тебе надо, все. Так, мне это надо, там, у меня там дома проблемы, вот это надо, на работе вот это надо, там еще. Еще же вечная жизнь, еще надо рай попросить, еще надо от ада, да, просить защиты. Вот я говорю, прежде чем вспомнить то, что вы хотите у него попросить, вспомните то, что он тебе уже дал. Если хочешь, чтобы Аллах тебе завтра дал что-то, ты вспомни то, что Он тебе дал вчера, сегодня. Поблагодари Его. Даже если у тебя времени не останется на то, чтобы вспомнить все твои просьбы, да ладно, Аллах тебе это и так даст их. Потому что ты сделал что? Ты сделал то, что приведет тебе вот эти блага. Даже если ты их не вспомнишь. Это «Валя иншакартум ля азиданнакум». Если вы будете благодарить меня, то я вам прибавлю. Поэтому лучшая дуа — это альхамдулилля, это хвала Всевышнему Аллаху. И в раю, когда люди пройдут через все, вот это огонь жизненные, вот эти все испытания мирской жизни, огонь и смерти, испытания в могиле, судный день, мост через ад, да, и они окажутся в раю, какая у них будет мольба? Аллах говорит: «Ва ахиру да'вахум». И самая последняя их мольба будет, что? «Анильхамдулиллахи раббил алямин». Они скажут: «Альхамдулиллахи раббил». Там уже не надо просить. Все, ад позади, все муки, страдания, испытания, все там, ты в раю. И ты даже не можешь себе вообразить, как там, что там о просьбе. Аллах, я бы еще вот это хотел бы, да? Там у нас воображения не хватит, что Аллах нам будет давать. Поэтому последняя их мольба, что? Анильхамдулиллахи раббил алямин. Они будут только благодарить Аллаха. Сура Юнус, 10 аят. И последний хадис. Последний хадис. Все, потом, иншаллах, расход. Сахих Муслим от Абу Малик аль-Аш'ари, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ат-тахур», чистота является половиной веры. Половиной веры. «Вальхамдулиллахи тамляуль мизан». И слова «Альхамдулиллах», то есть восхваление Аллаха, хвала Аллаху, «тамляуль мизан», они наполнят мизан, то есть они наполнят чашу благодеяния раба в судный день. За то, что вот эти слова «Альхамдулиллах». «Ва субханаллахи ва альхамдулиллахи». И два слова «Субханаллах» и «Альхамдулиллах», то есть «Пречист Аллах от всех недостатков» и вся хвала Аллаху, «тамляани ма байна самавати валь ард». Они заполнят то, что между небесами, и то, что между землей. То есть все, что между небесами и землей. «Вассаляту нур». Намаз является светом. То есть это свет, который освещает нашу дорогу в жизни. Это свет, который осветит нашу могилу. Это свет, который будет исходить от нас в судный день. Это свет. «Вассадакату бурхан».
Пророк ﷺ продолжает: садака, пожертвование на пути Аллаха, это бурхан, то есть это доказательство. Доказательство того, что у тебя есть вера в Аллаха. Доказательство того, что у тебя есть любовь к Аллаху. Доказательство того, что у тебя есть самопожертвование, ты готов жертвовать на пути Аллаха. Вассабру дияун, терпение – это свет. Это свет терпения. Валь Курану худжатун лака ау алейка. Коран является доводом, доказательством как за тебя, так и против тебя. Потому что если ты будешь читать Коран и будешь жить по Корану, в судный день Коран будет доказательством твоего имана, твоей искренности. А если ты будешь иметь Коран на руках, но не будешь жить по Корану, да, Коран обязательно придет в судный день как доказательство против тебя. Против тебя. Поэтому Пророк ﷺ сказал: Коран это довод как за тебя или против тебя. وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُ. И Пророк ﷺ сказал: каждый человек, он утром куда-то уходит. То есть каждый куда-то уходит, на работу, куда-то еще, так ведь? И вот на рынок, так скажем, да? Фабаи'ун нафса. Каждый человек утром уходит куда-то и продает свою душу. Продает свою душу. Кто-то, продавая свою душу, освобождает ее, а кто-то губит свою душу. То есть каждый человек куда-то уходит, кому-то куда-то надо. Вот пробки, они же не просто так, да? Все куда-то спешат, но все продают свои души. Тот, кто продаст свою душу кому? Аллаху. Он освободит ее. Он освободит ее. А тот, кто продаст свою душу Иблису, страстям, он обязательно ее погубит. Он обязательно ее погубит. И вот здесь слова «Альхамду», то есть «Альхамду лилляхи» заполняет мизан. То есть на чаше весов благодеяния раба огромное место будет иметь слово «Альхамду лилляхи». Также «Субханаллахи вальхамду лилляхи» заполняет то, что между небесами и землей. И здесь не надо представлять, что если бы Аллах придал физическое тело в этой жизни, да, то оно бы там заполнило тропосферу, стратосферу или еще что-то. Нет. В судный день, кстати, по акиде Ахлю сунна валь джамаа есть несколько вариантов, как же Аллах будет взвешивать наши дела. Вот в каком виде? Это будут свитки, это будут сами дела, это будет в образе человека. Вот есть несколько вариантов, и один из вариантов, на который есть доводы, хадисы, которые указывают на то, что каждое благодеяние, оно приобретет физическое тело. Вот такое тело, как мы у нас, да? И вот это тело, оно будет поставлено на чашу весов. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «Альхамду лиллях», оно заполнит собой чашу. И дальше уже сказал: «Субханаллахи вальхамду лилляхи», заполнит то, что между небом и землей. Поэтому Альхамду лилляхи раббил алямин, дорогие братья, давайте восхвалять Всевышнего Аллаха, что бы в жизни ни произошло, что бы мы от Аллаха не получили, и что бы мы Аллаху не вернули обратно, да? Давайте научимся всегда восхвалять Всевышнего Аллаха, и тогда все, что оно будет в жизни, все, что оно не сбудется в жизни, да, все будет во благо нам. Тема следующей лекции будет места и моменты в жизни, когда сунна Пророка ﷺ призывает нас восхвалять Всевышнего Аллаха. То есть вот эти места отдельно будем рассматривать, иншааллах. Джазакумуллаху хайран. Субханак Аллахумма бихамдик. Шаду алла илляха илля анта. Астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.